Вечер добрый, время говорить в эфире рязанской телекомпании CTV. Ежедневно с понедельника по четверг в коротких выпусках на каналах CTV, ТВ3, ДТВ и Домашний мы рассказываем вам о главной новости уходящего дня, а в пятницу в получасовом выпуске подводим итоги недели. Сегодня депутаты Рязанской областной думы принимали и не что-нибудь, а главный финансовый документ, по которому будет жить наш регион весь следующий год. Бюджет Рязанской области. В чем его отличие от бюджета 2010, кто голосовал за, а кто против, и чем плох, а чем хорош бюджет на 2011, узнаем прямо сейчас от Олеси Харлиной и самих депутатов. А социален ли бюджет, задавались сегодня вопросом некоторые депутаты Рязанской областной думы, на что сами себе ответили: действительно, асоциален. Вместо того, чтобы работать над доходной частью, привычнее делить по крохам средства, которые есть. Бюджет 2011 года вызвал немало споров и дебатов. Много нас, а он один. Это долька для ежа. Отличительной особенностью нашего бюджета 2011 года является усиление работы над эффективностью расходования бюджетных средств путем внедрения программно-целевого метода. В графе расходы бюджета сегодня фигурирует цифра в 30 миллиардов рублей, доходы составляют 27, а дефицит 3 миллиарда. Среди 14 разделов расходной части добрая половина носит социальный характер. На сегодня можно сказать, что данный бюджет социальной направленности где-то до 80%. Впрочем, нашлись и не ленивые, которые свои возмущения по этому поводу подтвердили математикой. Мы вот именно прям с ручкой и калькулятором сидели и считали, и получается у нас гораздо цифры меньше, чем 80%. Насколько меньше? Ну, я думаю, что где-то в пределах 15-20% она меньше. Немногочисленные депутаты, высказывающиеся категорически против предложенного бюджета, привели яркие доводы. Социум – это школы, больницы, досуг, люди, в конце концов. А о чем говорить, если учебные заведения закрываются, медицинские становятся платными, а большая часть населения живет на крохотные зарплаты. Правительство содержание увеличено, суды увеличено, деятельность финансовых, налоговых, таможенных увеличена, органы внутренних дел увеличено. Защита ГОЧС увеличена. Средства массовой информации увеличено. Итог голосования таков. За проголосовало подавляющее большинство депутатов. Исключение составили фракции ЛДПР и коммунистов. Олеся Харлина, Максим Зырянов, CTV. К великому сожалению, депутатское большинство, Единая Россия, не услышало голос коллег из других фракций. Вот и получается, что расходы на социалку в бюджете Рязанской области на 2011 год пришлось слегка подшаманить. Продолжая тему магических цифр и дат, наш буквовед Денис Абраков задался вопросом, что общего между Рязанским депутатским корпусом и идолами рок-музыки. Добрый вечер. 8 декабря нынешнего года, похоже, войдет в историю не только заседание Рязоблдумы, на котором был принят бюджет на 2011 год. 30 лет назад, именно 8 декабря, в Нью-Йорке был злодейски убит один из величайших рок-музыкантов в истории, основатель группы Beatles Джон Леннон. Леннон всю свою жизнь посвятил борьбе за счастье и любовь для всего человечества. В отличие от великого Битла, многие представители нашего политического бомонда борются за привилегии, счастье, благо, любовь для отдельной части общества. Оппозиционеры после принятия бюджета, конечно, критикуют своих коллег из партии власти за то, что ассигнований на образование, здравоохранение совсем недостаточно. Ну а председатель облдумы Фомин, естественно, рапортует о совершенстве бюджета. После этого заседания впору перепеть знаменитую песню «Битлз» и поменять рефрен на более актуальный. Аркадий Фомин «You know what I mean». Вы, наверное, те, кто знает английский, наверное, поняли, что я имею.
Но мы не в Англии с ее многовековыми парламентскими традициями. У нас парламент с легкого языка бывшего питерского профорга Грызлова, как известно, не место для дискуссий. А может быть, эта фраза-песенка из уходящих через 3 недели нулевых годов уже стара, и пора прислушаться к голосу президента? Это была программа «Время говорить». Увидимся завтра в это же время. Всего вам доброго. Политическая система любой конфигурации должна быть устроена так, чтобы были хорошо слышны и учитывались мнения всех, в том числе и самых малых социальных групп. А в идеале, чтобы был слышен голос даже одного человека. Система в этом плане должна быть прозрачной, отзывчивой в отношении интересов любого человека.